Сөз анда депутат Сурбалдиева Эльвира Жыргалыкбековнада. Мындай бар да, темпы вакцинации бар да. Биз темпы вакцинации боюнча 21 жылы кечиктик. Эмнеге азыр иш козголуп атат, ал башка суроо мүмкүн. Финанс жактан кемчиликтер болот, ал аны эми Ген прокуратура тактасында, но 20% на холодовую цепь деп атасыңар. А мы до этого, которые брали кредиты, гранты, мы же холодовую цепь тоже же брали же. Неужели на Pfizer холодильники не закупались? Раз. Во-вторых, вирус мутирует. На каждый новый штамм отдельно не будет разрабатываться. Но смысл вакцинации был в чем? Первоначально в 2020-2021 году мы должны были всех охватить. Так как мы не охватили, поэтому вирус и мутирует. И штаммы новые. Насколько полезно, бесполезно. А нам на это асмар. Сколько мы берем, из них сроки годности от 6 до 18 месяцев. Чисто технически, пока, математически сядем, если просчитаем, сколько до этого брали вакцин, почему мы по темпам вакцинации отстали. Вы же сейчас весь пиар-менеджмент свой не поменяете. Я не думаю, что этот Алым-Кадыр Бейшеналиев не хотел вакцинировать. Это же не обязательная вакцинация, это добровольная вакцинация. Правильно, уважаемый исполняющий обязанности министра? Как вы заставите людей вакцинироваться, тем более азыр зеленой зоны дает асмар? В красной зоне мы не могли заставить. Чисто логически вы это никак не имплементируете, тогда дайте гарантию. Вот как сейчас Алым-Кадыр Байкев Сахто Турбаева. Сиз анда кепилдик бериңиз. Мен башымен жооп берем, эгер бул срок годности бүтүп калса анда мен да камалам деп. Ошо макул болсоңуздар, пожалуйста, комитет сиздин жоопкерчилигиңиз астында колдоп берсин. Мен ойлойм, сиз анда жоопкерчиликти, кепилдикти бере албайсыздар. Ошондуктан, может быть, депутаты вам, скажем так, вас спасают от чего-то. Подумайте над этим. Рахмат.